Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, я рассказываю новости Словении простым понятным языком. В Любляне спор о парковке перерос в политический конфликт. Муниципалитет города Любляны во главе с мэром Зораном Янковичем решили, что теперь парковки в некоторых спальных районах станут платными. Мэрия установила паркоматы и обозначила стоимость парковки – 70 центов в час. Местным жителям предлагалось покупать разрешение на парковку по льготным ценам. Таким образом, власть надеялась увеличить количество свободных парковочных мест за счет тех людей, которые не проживают в этом районе, но им нравится оставлять в нем бесплатно свои автомобили. Ну и, конечно же, пополнить свой бюджет. Жителям это категорически не понравилось. Они не готовы вообще платить за парковку около своего дома. Тем более, что у некоторых семей более чем один автомобиль. Начался сбор подписей. В итоге жители собрали необходимое количество подписей против платных парковок. И теперь будет проводиться референдум. Вообще в Любляне остро стоит вопрос с парковками. Например, около нашего дома тоже не хватает парковочных мест, несмотря на то, что мы с соседями договорились. Одна квартира, одно парковочное место. Если у кого-то два автомобиля, то второй автомобиль он ставит на платный паркинг. В Любляне принято поднимать дворники на припаркованных автомобилях, тем самым показывая свое недовольство водителю. А в Мариборе, скорее всего, просто шины режут. На стройке в Словении произошло серьезное ЧП. Работники упали с высоты во время заливки бетонной плиты. Инцидент произошел на строительной площадке в городе Виленье, в промышленной зоне. Во время работ произошло обрушение конструкции, и 5 человек упали вниз с 8-метровой высоты. 2 из них сейчас находятся в тяжелейшем состоянии. Это просто чудо, что все 5 выжили. Сейчас ведется расследование. Прошло почти 3 года с момента разрушительных наводнений в Словении. И только сейчас власти решили запустить программу по восстановлению пострадавшего региона. Сейчас власти одобрили выделение 18 миллионов евро на восстановление муниципалитета Любна-Обсавинье, наиболее пострадавшего региона. Кто-то может обвинить чиновников в медлительности. Но, скорее всего, это мудрость. А то вдруг восстановят и опять все смоют. В Любляне обострился спор против строительства мусоросжигательного завода. На этот раз против выступили врачи. Что-то они наверняка знают. Медики утверждают, что даже самые современные мусоросжигательные установки несут риски. Токсичные выбросы, ухудшение качества воздуха, долгосрочное влияние на здоровье населения. Отдельная претензия – отсутствие прозрачности. Мэрия не предоставила полноценные анализы влияния проекта на здоровье, экологию и окружающую среду. Хотя я знаю один мусоросжигательный завод прямо в столице Австрии. С виду выглядит красиво, хотя Шварценеггер переехал. А вы, кстати, за или против строительства нового мусоросжигательного завода в столице Словении? Хорватский водитель микроавтобуса вез любознательных турецких туристов в Словению на экскурсию в Предъямский замок. По непонятным причинам автобус съехал с обочины и перевернулся. В автобусе на момент аварии находилось 14 человек. Особо пострадавших срочно доставили вертолетом в Люблянскую больницу. По каким причинам водитель съехал с дороги, остается неясным. Возможно, водитель просто уснул за рулем под монотонную турецкую музыку. В июле прошлого года я рассказывала о страшной аварии, виновником которой стал 44-летний украинский гражданин. Он на своем микроавтобусе не успел оттормозиться и врезался впереди стоящую колонну. В результате аварии погибли 5 пассажирок из Украины. 1 человек получил тяжелые травмы. Как сообщают в новостях, сам водитель получил тяжелую психологическую травму. Но несмотря на это, 44-летнего Дмитрия Добнюка Словенский суд города Целе приговорил к 3 годам лишения свободы. Интересная новость пришла от наших соседей из Австрии. В 2024 году в Вене сорвался концерт известной американской певицы Тейлор Свифт.
из-за угрозы теракта. В итоге полиция Вены раскрыла это преступление, и 21-летнего парня приговорили к 15 годам тюрьмы за угрозу терроризма. Похоже, прокурор – большой фанат Тейлор Свифт. Друзья, если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. В Словению пришла аномальная жара, и больницы переполнились пациентами с обезвоживанием и тепловыми ударами. Врачи предупреждают пить больше воды и стараться не находиться долго на солнце. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В понедельник в Любляне будет от плюс 12 до плюс 24. Небольшой дождь. По прогнозу Алисы нет никакой жары. Спасибо, Алиса. Всегда рада помочь. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч.